Здравствуйте, меня зовут Леонид Игоревич Рыженко. Я приветствую участников конференции «Книга на Сибирском тракте», в том числе своих старых партнеров по акции маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин. Кстати, эта акция сейчас заканчивается на Сахалине. Мое выступление будет посвящено одной единственной книге, которая издана в этом году. «Великий Сибирский тракт. Справочник». Готовил материалы я, естественно, долго, а написал быстро, где-то за 1,5 года. И в данном выступлении я бы хотел затронуть одну единственную тему. Уточнить, собственно говоря, как проходил Великий Сибирский тракт по территории России. Дело в том, что многие не представляют правильно конфигурации. Более того, вот даже в нашей конференции я увидел, некоторые используют карту Сибирского тракта из Википедии, хотя она неправильная. Итак, я бы перешел к изложению материала. Вот вы сейчас видите конфигурацию европейской части различных веток Сибирского тракта. Самая древняя дорога в сторону Сибири была проложена новгородцами. Она шла из Великого Новгорода в сторону Урала и затем в Приобье. Эта дорога действовала за 100 лет до Ермака и более 100 лет после Ермака. Обратите внимание, здесь были такие знаменитые места, как Валдай, Устюжна, Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Кай-городок, Соликамск. Но позднее появилась Верхотурье, Ирбит, и дорога приводила в Тюмень. Вот этот путь. Вот он. Теперь, когда Москва присоединила Великий Новгород, пользовались этой же дорогой. Была пробита дорога из Москвы через Ярославль, Вологду на Архангельск. И вот этот участок соединился со старой новгородской дорогой. И когда было поставлено Верхотурье, это был основной путь. Как я уже сказал, он действовал достаточно долго. Верхотурская таможня существовала около 170 лет, и все товары направлялись именно через Верхотурье. Во времена Петра I начальник горных заводов Урала Татищев предложил использовать более короткую, более прямую дорогу через Кунгур, а не через Верхотурье. Тем более, что дорога из Москвы через Владимир, Нижний Новгород и Казань уже существовала. Первый путь был пробит через Космодемьянск, на Орлов и Дебесы, и затем Пермь и далее на Екатеринбург. А затем параллельно практически была запущена дорога через Казань, через Арск, Мамлыш и на Дебесы. Но дороги от Санкт-Петербурга тогда еще не было. Дорогу от Санкт-Петербурга по указу Екатерины построили уже в 80-х годах XVIII века. Она шла из Петербурга через Устюжну на Ярославль, затем на Орлов-Вятку, Дебесы. Таким образом, Дебесы стали ключевой точкой, где соединялись две дороги из Москвы и Санкт-Петербурга, и далее на Екатеринбург и Тюмень. Эта дорога, о которой я говорил, она изображена на обложке книги. Смотрите, это то, что я вам показывал, с одной стороны. А с главной стороны показана сибирская часть
Великого тракта. Вот вы видите эту конфигурацию в увеличенном виде. Дорога проходила Урал, и затем через Тару, самая старая дорога, Томск, Красноярск, Иркутск, уходила дальше. Вот у Иркутска была самая сложная точка разветвления, потому что через Байкал долго не могли проложить нормальные дороги. Здесь было несколько дорог и в обход озера Байкал, и через море Великое и так далее. Вот. Ну и тот самый знаменитый Московско-Сибирский тракт, он вот заканчивался где-то вот в Нерчинске. В Китай тогда ездили вот через Нерчинский завод, как-то вот так. А позднее была уже проложена дорога из Верхнеудинска, ныне Улан-Удэ, на Кяхту. Вот этот участок был проложен и в Монголию, Китай. На Якутск ездили сначала через Енисейск по рекам, вот, а позднее была проложена дорога через Братск и затем Иркутск. Вот, и там к Охотскому морю вот был сначала Охотский тракт проложен, а потом Аянский. Вот. И вот что любопытно, что 30 лет отделяют время вот основания города Тары и того момента, когда первопроходец Москвитин вышел к Ламскому, как тогда называли, Охотское море. Ну и последней была построена дорога вдоль Амура и Уссури. Это уже был конец 19 и даже начало 20 века. Уважаемые участники конференции, я надеюсь, что та информация, которую я изложил, окажется полезной, в частности для понимания того, какие места исторические связаны с Великим Сибирским трактом. И, следовательно, книги, литература, которая возникала в этих местах, описывала эти места, так или иначе были книгами на Сибирском тракте. Поэтому тема достаточно глобальная, и я благодарю организаторов конференции за то, что вот они эту тему поднимают. Спасибо за внимание.